Сегодня я порассуждаю на тему событий, которые происходят в Республике Татарстан, а именно о должности президент Республики Татарстан, о федерализме, о давлении на татар как на нацию, которая осуществляется в последнее время, о том, что можно делать в этой ситуации башкирам и как я к этой ситуации отношусь, и в целом я опишу те процессы, которые происходят. Вначале кратко. Вначале кратко. Есть 5 фактов, которые происходят примерно в одно и то же время. Давайте я эти 5 фактов вам обозначу, и вы поймете, что это действительно такая серьезная целенаправленная политика, которая делается путинским политическим режимом относительно Татарстана с определенными целями. Первое – это военные учения в Татарстане, которые знаете, да? Второе – это перепись. В истории с переписью башкиро-татарский дискурс, он, собственно, использовался путинским политическим режимом в антитатарском русле, что очень удивительно. Да, и не только башкиро-татарский дискурс, там ногайская история, мишарская история, сибирско-татарская история и так далее. Да, то есть очень активно, очень интересно все это использовалось. Я не думаю, что это сугубо башкирская тема, да, то есть это как-то напрямую связано с путинским политическим режимом и с теми установками, которые там существуют. Дальше, третий момент, это закон о должности президента Республики Татарстан, он по-другому называется, но клише Сокрашенинникова, да, так называемый, но вы поняли, о чем речь. Четвертое, это недавно произошло, это предложение Союза писателей Республики Татарстан. Вот этот Союз писателей получил от Союза писателей России этим писателям войти в Союз писателей России. Но они отказались. Да? То есть там в Союзе писателей Республики Татарстан там достаточно много татарских националистов. И также это история о том, как в новых учебниках исчезнет такое понятие, как татары, и появится такое понятие, как ордынцы вместо понятия татары. Исторически это, конечно, правильно, но мы сейчас говорим не в рамках башкиро-татарского дискурса, где я нахожусь на башкирской стороне, да, а в рамках того, что мы имеем с Республикой Татарстан и как вообще ко всему этому относиться. То есть мы видим такой определенный наезд на Республику Татарстан, на татарстанскую элиту, на татарскую нацию с определенными целями. Вот эти все 5 событий, которые я назвал, они примерно в одно и то же время происходят. То есть это не какой-то одномоментный процесс, это то, что происходит в течение какого-то времени, но, грубо говоря, в течение последних полугода, года и так далее. Да, какие-то из этих вещей еще не закончились. С какой целью это делается? Я думаю, что это связано с тем, что определенные силы хотят, соответственно, получить определенный результат. Этот результат, он состоит из 3 этапов. Первый, что они хотят получить, это лишить руководителя Республики Татарстан, чтобы должность у него не называлась не президент Республики Татарстан, а как-то по-другому. Например, глава Республики Татарстан. Это первое, что они хотят сделать. Это удар, собственно, по федерализму, да, то есть это удар по республикам и так далее. Второе, это более важная для них история, это Татнефть. Это история с Татнефтью, это возможность рейдануть очередную нефтяную компанию. Да, это такая более сложная задача, чем первая, возможно, а возможно и нет. И третий этап, что они хотят сделать, это упразднение национальных республик. То есть именно в таком порядке. Да, то есть задача путинского политического режима именно в этом ключе нужно понимать, с моей точки зрения. Первое – это должность президента Республики Татарстан убрать. Второе – это рейдерский захват Татнефти. Третье – это упразднение национальных республик. Сразу скажу, что в этом ключе, если мы смотрим на 3 этапа, то вмешательство башкир, оно, собственно, раньше, чем 3-й этап, не подразумевается. Исходя из общей логики. Да, то есть
Как бы вот это я сразу обговорил, чтобы мои башкирские зрители это понимали. Теперь хотел бы обозначить некоторые прочие моменты, которые нужно понимать. Вот в целом, я уже говорил, я готов повторить это еще раз. Я признаю субъектность и территориальную целостность Республики Татарстан и право руководителя Республики Татарстан именоваться президент Республики Татарстан. То есть это очень важно подчеркнуть, чтобы тут не было никаких двояких толкований, и все это однозначно понимали. И я поясню, почему я это говорю. Да? То есть я это говорю потому, что существуют разные сценарии. То есть вот есть некий план А, план Б, план В, в который я, в общем, не хочу вас еще на текущий момент погружать. Но вот должно быть некое доверие между людьми, да, соответствующими, которые, возможно, в будущем будут каким-то образом защищать федерализм и прочее, прочее. И также должно быть понимание, что вот такое доверие, оно может базироваться только на определенных договоренностях, определенных сторон. И здесь очень важно иметь соответствующие договоренности и соответствующие декларации. Да, вот как бы я примерно обозначил, надеюсь, да, более подробно сейчас этой темы касаться не будем. И вот смотрите, в общем, почему я считаю, что должность президента Республики Татарстан, как бы, да, и вообще федерализм, он очень важен. Да. Во-первых, Республика Татарстан – это один из последних оплотов федерализма в России. То есть там элита, она не связана напрямую с путинским политическим режимом, она местная татарстанская, татарская элита. Да? Соответственно, она именно местная из того народа, который там, собственно, проживает. Да? То есть, ну, как бы, давайте в кавычках возьмем татарского народа, да? То есть, потому что я в татаро-башкирском дискурсе, понятное дело, придерживаюсь немножко другой позиции. Ну, будем называть лица с татарской идентичностью. И вот, соответственно, в отличие от того, что у нас в Башкортостане, как бы, да, у нас башкортостанская элита на текущий момент, она, собственно, напрямую как бы поставлена путинским политическим режимом. Да? И она в меньшей степени за федерализм, хотя она очень, ну, очень, некоторые вещи очень неплохо делает. Надо это признать. Но татарстанская элита, она все-таки такая национальная, не связанная напрямую с Путиным. Там была преемственность элит, как вы знаете, да? Там, соответственно, Шаймиев смог передать власть Минниханову и прочие разные моменты, в отличие от того, что произошло у нас. Соответственно, мы, ну вот я, да, рассматриваю Татарстан как такой этап, который защищает федерализм. То есть вот есть линия обороны, да, линия обороны, которая защищает нашу, в том числе Республику Башкортостан, от уничтожения путинским политическим режимом. И вот первая линия обороны – это должность президента Республики Татарстан. Смогут ли люди, которые находятся в Казани, татарстанцы, татарская нация, смогут ли они защитить эту должность? Соответственно, да, и вот и прочие разные моменты. То есть первая линия обороны – это должность президента Республики Татарстан. Вторая линия обороны – это, соответственно, что будет с компанией Татнефть. Смогут ли они защитить компанию Татнефть от рейдерского захвата? И, соответственно, это вторая линия обороны. Да? То есть вот, и что с этим будет связано. Ну, третья линия обороны – это уже попытка, если они сделают первую и вторую пробьют линию обороны, да, путинский политический режим, то дальше возникает вопрос упразднения национальных республик. Это давнишняя мечта Путина. Сейчас Володин, не стесняясь, все это произносит, да, и прочее. И вот третья линия обороны – это уже упразднение национальных республик. Соответственно, ну, это нужно понимать, что это третья линия обороны. Вот, да. Как бы, если мы говорим про план А, то вот здесь вот мы четко видим три этих этапа. Первое – это должность президента Республики Татарстан, второе – это Татнефть, третье – это упразднение национальных республик. Да? И план А – это, соответственно, планомерная защита первой линии обороны, вторая, третья. Как я уже говорил, вмешательство башкир, лиц с башкирской идентичностью,
да, проживающих на территории Республики Башкортостан, с моей точки зрения, до третьего этапа не подразумевается. Теперь, что касается момента, связанного с татаро-башкирским дискурсом. Да, то есть, как вы знаете, я сторонник детатаризации западных башкир, но при этом нужно понимать, что детатаризация западных башкир, она не подразумевает того, что западные башкиры не должны быть патриотами того региона, той республики, где они проживают. То есть, если они проживают в республике Татарстан, то вполне логично и вполне неплохо, что если они за федерализм, то они должны, не должны, они вполне логично, если они будут защищать федерализм, Республику Татарстан, право руководителя Республики Татарстан называться президент Республики Татарстан и так далее. Да? То есть, когда я говорю про детатаризацию западных башкир, здесь речь не идет про изменение, соответственно, там, языка, да, с так называемого татарского на литературный диалект башкирского, да, про это, литературный башкирский, про это речь не идет. Речь идет про то, что люди просто должны знать, кем были их предки. По, соответственно, соответствующим переписям, там, возможно, у них в результате произойдет смена идентичности, возможно, не произойдет, возможно, будет какая-то двойная идентичность и прочее, да, разные моменты. То есть это вопрос дискуссионный, у всех это все по-разному происходит, индивидуально. Но как бы речи ни в коем случае о том, что, значит, после осознания ими их идентичности они вдруг стали какими-то, значит, противниками Татарстана, если они в Татарстане находятся, речь не идет. Да? И вот тут важный момент, то, что я сейчас это произнес, потому что с точки зрения путинского политического режима, они, собственно, в перепись все это делали, историю с татаро-башкирским дискурсом, да, именно в расчете на то, что они ухудшат отношения между татарским и башкирским народом, да, и затем это используют в соответствующем ключе, в соответствующих своих целях. Вот, да. Я вот произношу то, что, собственно, противоречит их целям. То есть, с одной стороны, я как бы пошел у них на поводу в истории с татаро-башкирским дискурсом. А сейчас я вам говорю немножко другое. То есть, я же говорю вам, что я сторонник того, чтобы они детатаризировались, но оставались патриотами Республики Татарстан. Да, собственно, понимаете, да, о чем идет речь? Если они проживают в Республике Татарстан. Теперь, что я хочу еще добавить. Вот смотрите, по поводу того, что происходит сейчас в Республике Татарстан и у татарстанских элит. Татарстанские элиты, они не глупые элиты, они хорошо соображают, они заботятся о татарской нации и прочие разные моменты. Они более сильные, чем Рахимов в свое время, но тем не менее то, что я наблюдаю, к сожалению, это очень походит на то, что было во времена позднего Рахимова, Муртазы Рахимова. Да? Вот постепенно сливать, проигрывать шаг за шагом, да, Путин будет, понимаете, вот в чем вопрос. Путинский политический режим, он будет додавливать. И здесь не получится такого, что если татарстанская элита сама по себе будет, соответственно, пытаться как-то сопротивляться, значит, путинский политический режим возьмет и отступит. Путинский политический режим будет дожимать, и он не отступит, пока не почувствует силу. И не почувствует, что достаточно большое количество людей готовы на определенные действия и так далее. Да? То есть, соответственно, здесь нужно понимать, что с моей точки зрения, вот мы знаем события на Куштал, да? Произошли определенные события на Куштал, и которые привели к определенному результату. Гора, соответствующая, не была разработана и не будет разработана. Здесь нужен аналогичный татарский Куштал в Казани. И чем раньше, тем лучше. То есть для защиты должности президента Республики Татарстан, с моей точки зрения, количество людей минимум 10 тысяч человек должны быть в Казани, которые готовы на многое, которые готовы стоять и в мороз, и весной, и в какое-то другое время года, и так далее, и так далее. То
То есть какими-то такими элитными татарскими моментами, там, то, что Госсовет проголосовал против закона, да, ну, Госдуме плевать, что там Госсовет, да. Вот я вам прогнозирую, сейчас Госсовет внес около 20 поправок, Госсовет Татарстана, да, и они не будут приняты, эти поправки. Поправки в части сохранения наименования должности президента Республики Татарстан не будут приняты. Не для того все это делалось, чтобы принять те поправки, которые, значит, Госсовет Татарстана решил издать. Вы поймите, да, то есть политический режим он будет дожимать. И чем больше татарстанская элита тратит время на вот такие моменты, тем меньше у нее остается возможностей. Да, вот, и потом появятся предатели внутри татарстанской элиты. Да, и прочее, прочее. И будет вот так вот все. В татаро-башкирском дискурсе будет с востока вас как бы тоже дожимать, как бы, да, и прочие разные моменты. Поэтому я бы очень сильно рекомендовал, собственно, время татарстанской элите не тянуть, потому что если тянуть время и думать, что, значит, их не дожмут, и после этапа 1, да, это должность президента Республики Татарстан, не перейдут к этапу 2, это рейдерский захват от нефти. Да? То есть, вот если они думают, что такими вот моментами они, соответственно, себя как-то обезопасят, то я сильно в этом сомневаюсь. Я бы рекомендовал бы каким-то образом привлекать уже татарский народ, татарскую нацию. Потому что без этого высоки шансы на то, что будет такая же история, как с Муртазой Рахимовым в Башкортостане. Высоки шансы. Пока что семимильными шагами вся ситуация идет именно в этом направлении. То есть путинский политический режим дожмет значит, историю Республики Татарстан с татарами, с татарской нацией, значит, перестроит башкир с татарами, там, переписные моменты, там, да, значит, по всем другим направлениям. И Госдума соответствующим образом проголосует, там, и прочее, прочее, прочее. И все это будет продолжаться до тех пор, пока не будет прорвана вторая линия обороны. Это вот, соответственно, компания Татнефть. Вот такие у меня неутешительные прогнозы. И, соответственно, если татарстанская элита хочет не допустить таких негативных сценариев, с моей точки зрения, она уже сейчас должна действовать. И с моей точки зрения, у них больше шансов, чем у Рахимова в свое время. Во-первых, численность людей, которые имеют татарскую идентичность в Республике Татарстан, она существенно больше, чем число людей, которые имеют башкирскую идентичность в Республике Башкортостан. Во-вторых, в Казани число лиц с татарской идентичностью достаточно большое. Да? И третье, и разные прочие моменты. То есть, понятное дело, что, к сожалению, у них меньше такой боевой дух и нету соответствующей истории, скажем, соответствующей, да? Но тем не менее, демографически, по крайней мере, и по прочим разным моментам, как бы, татарстанская элита может вполне определенным образом организовать народ. Да? То есть, вот, если есть татарская нация, если есть татарский народ, то им самое время проявить себя определенным образом, точно так же, как, например, башкиры, ну и башкортостанцы в целом проявили себя на Куштау. Да? И это нужно делать именно в городе Казани. Пока не будет сопротивления со стороны татарской нации, политический режим будет дожимать ситуацию до конца и будет вначале отберет должность президента Республики Татарстан, потом отберет Татнефть, а потом попробует уничтожить национальные республики. Вот это нужно понимать. Вот. Такая вот ситуация. Еще раз повторяю, я, будучи... Да, еще, кстати, один момент. Я являюсь башкирским либеральным националистом и одновременно я являюсь, я себя считаю, татарским сионистом. Что такое татарский сионизм? Татарский сионизм – это учение о том, что татары должны жить в Татарстане, да, и желательно в Казани. Чем больше татар в Казани, тем лучше для татарской нации. И это сейчас мы как раз и видим по той ситуации, которая, собственно, складывается в Республике Татарстан. Да? Потому что формально 5-миллионная нация, там, ну, формально 2 миллиона живет в Татарстане, там примерно из 4 миллионов татарстанцев, да?
Вот давайте подумаем. А если бы было бы не 2 миллиона из 4, а, допустим, 3,5 миллиона из 4 татар в Татарстане и около Казани, и в Казани там огромное количество татар, там 70-80%, да, то это автоматически обеспечивало бы татароязычность Казани, автоматически обеспечивало бы огромное количество людей, которые готовы выйти за должность президента Республики Татарстан, за суверенитет, даже за Татнефть, да, за то, кому будет лежать эта компания и прочее, прочее. То есть татарский сионизм на самом деле это то, когда лица с татарской идентичностью живут в своей республике Татарстан. И поближе к Казани, да, там именно в Казани. Вот, потому что, ну, не буду сейчас говорить. Соответственно, и второй момент, мне как башкирскому либеральному националисту, почему выгоден татарский сионизм? Да? Он мне выгоден, потому что в момент пересечения башкиро-татарской границы между Башкортостаном и Татарстаном, потенциальный, значит, как бы, то есть потенциальный человек, который может создавать какие-то проблемы, татарский националист, он становится потенциальным партнером и другом по защите федерализма. То есть он защищает федерализм и Республику Татарстан у себя на родине и не мешает нам. То есть мы по одну сторону баррикад становимся сразу. Понимаете? Поэтому вот тут это нужно понимать, этот момент, да? Поэтому татарский сионизм, возможно, я первый произношу такие слова, но, как вы видите, я об этом писал, но как бы на видео я это не приносил. То есть, соответственно, чем больше татар, лиц с татарской идентичностью в Казани, в Татарстане, тем лучше для будущей татарской нации. И вообще для возможности сохранить, значит, федерализм, сохранить контроль над определенными предприятиями, сохранить название должности президента Республики Татарстан и вообще Национальную Республику Татарстан. Ну, то есть это, я надеюсь, понятно и очевидно. Так что вот такие вот дела. Что касается башкир, соответственно, ну, как бы, я считаю, что чем больше башкиров в Башкортостане, тем лучше. Да, из аналогичных соображений, и особенно в городе Уфа. Из аналогичных соображений, особенно в городе Уфа. То есть, я думаю, что это для всех очевидно. Вот, поэтому одно другому не противоречит. Возможно, кому-то те выражения, которые я говорю, покажутся странными, непонятными. Я еще раз повторяю, я одновременно башкирский либеральный националист и татарский сионист. Национализм – это учение о любви к своей нации. Я люблю свою башкирскую нацию. Нацизм – это ненависть к чужим нациям. Я не нацист, я националист. Я люблю свою башкирскую нацию и некоторые другие нации, в том числе прекрасная нация русские, татары, удмурты, чуваши, марийцы и прочие нации, кого я не перечислил, извиняйте. Значит, все нации прекрасны, я всех наций люблю, уважаю и считаю, что они имеют полное право на существование. В том числе, как и нагайцы, и сибирские татары, и мишари, если они так самоопределяются и так далее. А если кто-то считает себя татарами, то татарскую нацию я тоже люблю. Вот. Соответственно, татарский сионизм – это идея о том, что татары должны собраться в Татарстане, да? Поближе к Казани, потому что Казань – это столица, и там в основном будут решаться какие-то вопросы. Вот, да, то есть такие моменты, которые нужно с идеологической точки зрения, наверное, понимать. Вот, поэтому такая у нас ситуация в Татарстане. Я, честно говоря, думаю, что, в общем, прогноз, я еще раз повторю, те поправки, которые Госсовет Татарстана предложил, в том числе оставить право называться президентом Республики Татарстан, чтобы они сами так его назвали, они будут отклонены. Да, то есть, как бы, и, скорее всего, первую линию обороны пробьют. То есть, если не выйдут большое количество, порядка 10 тысяч человек в Казани для защиты, то, собственно, все, что делают татарстанские элиты, не поможет. И первую линию обороны пробьют. Что будет дальше, на текущий момент я прогнозировать не могу. Да, вот такая вот ситуация. Спасибо за внимание. Можете делиться этим видео.
И всего хорошего. До свидания. Да, кстати, сегодня ночь 16 на 17 ноября 2021 года. До свидания.